Всем доброго дня! Вы снова на YouTube-канале Казахстанской Федерации Триатлона. Покажем, расскажем и, конечно же, вместе с вами посмотрим, что интересного происходило в мире триатлона и не только за эту неделю. Итак, начинаем. Начинаем с казахстанских новостей. Расскажем, как проходит подготовка к внутренним стартам, Кубкам Темир-Адам и к этапам Кубка Казахстана по триатлону. Итак, началась подготовка, идет уже полным ходом к внутренним стартам, Кубкам Казахстана и, конечно же, к Темир-Адам Кап. 9, 12 сентября и 25 сентября пройдут этапы в Актобе и Актау. Как проходит подготовка, что интересного и что необычного нас с вами ждет, мы попытались узнать и поговорить с спортивным директором Казахстанской Федерации Триатлона Сергеем Майером. Все в нашем специальном репортаже и сюжете. Сергей, первый вопрос. Как проходит подготовка к стартам в Актобе и в Актау? Что нового, что необычного, что сложного в данном периоде? Если выделить эти два старта, ничего нового не придумано, ничего нового мы не ввели. Единственное, но эти все равно меры нужно сейчас обозначить, озвучить, потому что есть вероятность, что добавились у нас участники, которые не участвовали с начала года. Это самое важное, это ПЦР-тест, актуальный 72 часа до начала мероприятия, это важный момент. Мы будем пристально проверять, следить за этими ПЦР-тестами, дабы избежать тех прецедентов, которые у нас были в Кустанае. И проходная система через АШИК. Мы не берем во внимание паспорт вакцинации, дабы это не... Есть гарантия защиты стопроцентной на момент проведения мероприятия, что люди не заражены или и не являются распространителями. Поэтому сам паспорт вакцинации, мы все сами вакцинированы, но это не является основным документом, позволяющим вам участвовать. ПЦР-тест и доступ через АШИК. В связи с отменой соревнований и этапов в Павлодаре, в Саране, будет двойная нагрузка на старте в Актобе. По-моему, такое впервые будет в истории, вот именно что за неделю два этапа. Вот как именно на оргкомитет ложится нагрузка, справитесь ли вы с этим? И как вообще атлеты будут к этому готовы? Ну, во-первых, для оргкомитета это является дополнительной нагрузкой, но наша основная цель, собственно, почему это проводится, она оправдывает все. Наша задача провести это мероприятие для того, чтобы атлеты набрали то количество рейтинговых очков, которое было запланировано, введено на начало года, и атлеты уже формировали свою подготовку и отбор в сборную, исходя из того, что эти мероприятия будут. Да, все в одних условиях, и основные старты прошли уже, но тем не менее, если есть такая возможность, она у нас появилась, мы проведем эти мероприятия, то есть в четверг, это 9 сентября, если не ошибаюсь, будет олимпийская дистанция Кубок Республики Казахстан, который был отменен в городе Караганде. Это наш традиционный старт на Олимпийке, он должен состояться, поэтому мы его проведем, и атлеты наберут свои рейтинговые очки. В пятницу, 10 сентября, мы дадим атлетам отдохнуть. В субботу, 11 они стартанут короткую дистанцию суперспринт. Причем в четверг, 9 стартовала только элита, поэтому по большому счету для андеров не будет нагрузки. Они могут приехать ближе к субботе и, собственно, ближе к пятнице, потому что все равно брифинг проводится для представителей команд и выступить в запланированном формате. Единственная нагрузка – это команде элиты, но они все находятся в одних условиях. Как правило, пандемия коснулась не только Казахстана, и больших крупных стартов уже после Олимпиады зарубежных нет, поэтому никто, кроме в Казахстане, стартануть не сможет. Поэтому вот мы готовимся в основном на нашей земле и проводим эти мероприятия по плану. Пусть с небольшими корректировками по датами. Да, нагрузка есть, но, опять же, повторюсь, атлеты все в одинаковых условиях и смогут доказать и показать, что они достойны попадания в сборную, наберут свои очки. Вот это основная цель, которая оправдывает все нагрузки. Нагрузки на атлетов, нагрузки на оргкомитет. Возвращаясь опять же, нагрузкам, да, к оргкомитету, да, по организации стартов, паратриатлон будет впервые в Актобе.
Вот какая сложность при проведении данного старта и вообще проводились ли для этого старты вот именно по паратриатлону? Наша основная цель – это включение паратриатлона в состав видов спорта Национального паралимпийского комитета. Для того, чтобы мы вошли в состав, мы должны провести чемпионат Республики Казахстан в данном виде спорта с одним «но». У нас в Казахстане сейчас на текущий момент по нашему виду спорта нет международных классификаторов, которые классифицируют атлетов по степени поражения, по инвалидности, по группам. И для того, чтобы всю эту историю запустить, нам нужно провести хотя бы один чемпионат, собственно, вот он и будет, для того, чтобы нас включили в состав. Мы вышли из этой ситуации следующим образом. Мы сможем провести чемпионат по триатлону среди слабовидящих атлетов, потому что для атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата очень много подгрупп. И полноценно и справедливо их разграничить по категориям не представляется на текущий момент возможно по причине отсутствия классификатора. То есть первый чемпионат, он откроет нам двери в паратриатлон или конкретно включит наш триатлон в состав Паралимпийского комитета. И таким образом мы уже сможем сформировать сборную, да, сначала для атлетов с ограничениями по зрению. В дальнейшем под эти мероприятия нам смогут выделить классификаторов международного уровня. И, собственно, атлеты уже смогут делиться по категориям не только по зрению. За основу мы взяли классификацию с плавания. Это самый простой вариант. У них 3 основных категории, которые 2 содержат атлетов слабовидящих, и третья категория – это тотально невидящий. Конечно, для 3-й категории создать условия на текущий момент мы просто не можем. То есть это выезды, подъемы, выходы. Все эти вещи в этом году мы не производим, не делаем. Поэтому мы ждем для участия только атлетов, которые в определенной степени имеют поражение, но не полностью по зрению. Для этого в положении мы также указаны, мы будем собирать справки в ТЭК. Для атлетов это знакомая формулировка, поэтому они смогут легко предоставить эти документы. Ну и, собственно, мы их сформируем в одну единственную группу. И по этой группе проведем чемпионат Республики Казахстан. Таким образом, в этом году мы откроем вид спорта паратриатлон. Да, паратриатлон. К старту в Актау, потому что он самый ожидаемый, наверное, его ждут все с нетерпением. Погодные условия какие ожидаются в Актау, потому что там всегда непредсказуемо, да, и что необычного в этом старте, может быть, как под финиш всего сезона? По Актаускому старту он самый ожидаемый. Для нас в большей степени ожидаемый стал и более это актуально стало в связи с отменой чемпионата Азии, ЦАТа, старта. Поэтому мы все силы, все ресурсы пытаемся максимально показать и продемонстрировать все свои возможности в Актау. По погодным условиям пока прогноз очень положительный, все тепло. Но по техническим нюансам, если говорить о воде, то это новое место старта. Это пляж отеля Риксос. Это для нас новая локация. Прошедшие переговоры с представителями отеля всего этого комплекса уже утвердительно прошли в положительном ключе. И мы уже готовы анонсировать, что наши мероприятия пройдут на территории отеля. То есть транзитная зона, плавательный этап, финишная прямая. Все это будет находиться на территории отеля. Сама программа мероприятий уже давно запланирована. Это средняя дистанция для любителей и это олимпийская дистанция для атлетов категории элит Ю-23. Каких-либо новых нюансов нет, все только в положительном ключе. Это широкая 4-полосная новая заасфальтированная дорога. К этим мероприятиям мы готовились практически весь год и очень ждем, что все наши планы будут реализованы на 100%. Где-то мы должны
показать себя, раз и что не чемпионат Азии. Ожидаем, ждем. Может быть, у тебя какие-то наводящие вопросы есть еще? Ну, у меня только главный вопрос. В связи с тем, что место проведения старта поменялось, не планируете ли вы сменить название на Риксос Тимир-Адам, последний, как финиш? Как идея, она витает в воздухе. Не знаю, насколько она закреплена и будет ли это так. Но на самом деле отель очень идет навстречу нам. Все условия создаются и для атлетов, и для нас, как для проведения мероприятий организаторов. Поэтому сама идея есть. Будет ли она реализована, но это покажет время. А вообще эта локация, конечно, в долгосрочной перспективе постоянная, будет традиционная, планируется как традиционная. Поэтому мы ждем от этого взаимодействия больших результатов. И я думаю, что данное сотрудничество нас выведет на новый уровень. Сам отель от этого получит аудиторию, мы получим новый виток, уровень проведения мероприятий. Все будет, скажем так, пафосно. Ну и какие-то дополнительные возможности будут там на сайте, да, я так понимаю, появляться? Да, все это будет анонсировано, сами ссылки на регистрацию, скидочная система, условия по проживанию. Это все у нас будет в социальных сетях, в новостных наших страничках, на сайте. Ну и при условиях регистрации атлетам все это будет показано, они увидят эту всю информацию. Поговорили о внутренней кухне, поговорили о внутренних стартах, переходим к событиям мирового масштаба. Итак, в Эдмонтоне на прошлой неделе, вот в эти выходные проходил, чтобы вы думали, да, чемпионат мира. Все самое интересное именно в Канаде на последних вот этих летних денечках. Эдмонтон, этапы Кубка мира и чемпионат мира. Все, как говорится, в одном. Блюменфельд возглавил рейтинг лучших триатлетов по итогам, по крайней мере, вот этих этапов. Норвежец сумел выиграть чемпионат мира. Он в один ряд стал с легендами мирового триатлона, потому что в один год выиграть и золото Олимпиады, и чемпионат мира удается немногим. Так вот, норвежцу это удалось. Чтобы определить сильнейшего на олимпийской дистанции, в Эдмонтоне потребовалось даже прибегнуть к фотофинишу, потому что заруба была просто сумасшедшая. Все ожидали интересной борьбы от Блюменфельда но в итоге британец где-то заблудился на водном этапе, где-то забуксовал, где-то поплыл не туда, и в итоге после водного этапа он был лишь только в третьем десятке. Блюменфельд и ряд других гонщиков сумели сразу же после водного этапа здорово скооперироваться и собрать хорошую команду на велоэтапе, сумели уехать и при этом работали очень здорово и компактно. Как итогом послужила вот такая сумасшедшая разборка именно на финише. Нужно отдать должное и сказать, что опять же фотофиниш разделил Блюменфельда и бельгийца Мартина Ван Риа. У них одно общее время, 1 час 44 минуты и 14 сотых. Ну и на 1/1000 и 1/10, точнее, им проиграл француз Лео Барга. Вот такая заруба происходила в мужской гонке. Если у вас есть возможность, посмотреть кадры из этих сумасшедших, потрясающих гонок, то обязательно заглядывайте на YouTube ITU, и там все это красочно, ярко показано. Что касается у девушек, то там, конечно же, вездесущая и куда бы без нее, да, как говорится, самая популярная атлетка по версии Google. Флора Дафни. Да, она уступила в чемпионской гонке, но при этом сумела не только возглавить рейтинг перед этим этапом, но и выиграла гранд-финал, что, конечно же, тоже ее ставит в ряд выдающихся и сумасшедших спортсменов по триатлону. Золото Олимпиады, гранд-финал. На этом чемпионате мира она сумела финишировать лишь только третий, потому что гонка тоже получилась непредсказуемой. Казалось бы, что после водного этапа, получив неплохое преимущество на первый взгляд Тейлор Книп, но потихоньку ее вроде как добирали, но на беговом этапе американка показала снова свое мастерство. Ее финишное время 1 час 54 минуты 47 сотых. Второй стала француженка Лионель
Перо, у нее 1 час 55 минут 43 сотых, ну и Фора Даффи 1 час 56 минут и 11 сотых. Очень уверенно и с хорошим запасом Фора Даффи возглавляет общий зачет рейтинга мирового табеля ранга. Вот таким он получился этот уикенд в Эдмонтоне. Продолжаем триатлон, продолжаем мировые новости, и Федерация объявила о том, что создана Суперлига триатлона. Что это такое и как это вообще будет происходить, попробовали нам на международном сайте объяснить, показать и рассказать. Эта гонка будет состоять из 4 этапов, туда будут отбираться не все смертные, только лучшие из лучших будут попадать. Плюс ко всему еще Суперлига объявила о дополнительном формате. Теперь с этого сезона еще туда и войдут командные гонки. Но опять же, принимать в этих командных гонках могут не все представители, только лучше 6 сборных будут соревноваться, помимо пьедестала почета, еще и будут соревноваться за приличные призовые. Это главное отличие как раз-таки вот этой Суперлиги. Наличие призового фонда, который позволит мотивировать атлетов именно топ-класса, топ-уровня участвовать в подобных гонках. Первая гонка пройдет 5 сентября, затем 12 сентября гонка из Лондона переместится в Мюнхен, 18 сентября Джерси и 25 сентября все это закончится в Малибу в США. Все гонки уже будут показаны в прямом эфире, об этом объявил мировой бренд BBC, так что вот если у вас возможность есть еще смотреть за отбором, то это будет на официальном канале Суперлиги триатлона YouTube. Смотрите, ищите, и ссылку обязательно мы оставим в описании. Поэтому гонка обещает быть любопытной, гонка обещает быть динамичной и яркой, как это было в прошлых сезонах. Но и я думаю, что равнодушным и всех поклонников триатлона она в стороне точно не останется. К новостям Ironman. В эти выходные прошел Ironman Копенгагена, очень известная и очень хорошая, такая популярная гонка, которая в своем роде может быть удобно для многих тем своими погодными условиями, а кто-то, наоборот, не любит, да, такие погодные условия. В общем, северный такой хороший, настоящий Ironman. Победителем стал Камерон Вурф из Австралии, да, вот что любопытно. Австралиец сумел в Копенгагене в непростых погодных условиях показать лучшее время. 7 часов 46 минут и 6 секунд. Что нужно знать об этой гонке и что нужно знать о победителе этой гонки? Ну, во-первых, австралиец не самым лучшим образом преодолел первую часть плавательного этапа. После появления в первой транзитной зоне лидеру гонки он проигрывал порядка 5 минут. Но показав сумасшедшую гонку и сумасшедший темп на велоэтапе, его время, кстати, 4 часа и 2 минуты, он сумел эти 5 минут не только отыграть, но и плюс своим основным конкурентам привести еще 6 минут. На заключительном этапе, на беговом этапе он показал неплохое время, 2 часа и 49 минут. Это не было лучшим временем беговой программы. Лучшим в беге стал представитель Канады Лионель Сандерс. Он пробежал 42 километра за 2 часа 43 минуты. Ну а третьим финишировал представитель Финляндии Хенрик Гёх. 7 часов 52 минуты и 10 секунд. Вот такие новости с Ironman в Копенгагене. Продолжаем говорить об Ironman, и, наверное, одна из главных новостей, которая пришла вот в прошлой неделе, да, или на прошлых выходных, это, конечно же, о том, что чемпионат мира Ironman 2021 года, который традиционно проводится на Гавайях, в Коне, отменен. Отменен, но не навсегда, а отменен с переносом. Теперь предварительная дата уже 5 февраля 2022 года. Октябрь, соответственно, 2022 года пока без изменений. С чем это связано? Ну, я думаю, что вы все прекрасно уже сумели догадаться. Связано это, во-первых, с карантинной обстановкой, с увеличением роста числа заболевших, и губернатор Гавайи принял такое решение. Вот до последнего они
ждали смягчения режима и ждали, что все-таки будет ситуация идти на улучшение, но этого улучшения нету. Теперь на Гавайях, помимо того, что на открытом воздухе соревнования разрешаются только с участием 25 и не более атлетов, все заведения массового режима сокращены до 50% посещаемость, ну и, соответственно, график работы тоже немножко сокращен. Поэтому не думайте, что Гавайи, Кона где-то далеко, и там карантин тоже обходит всех стороной. Нет, там тоже все подвержены. Очень много людей заболевают, массовое заражение, поэтому было принято такое решение. Будем ждать теперь февраля месяца. И будем ждать, конечно же, чемпионат мира по Ironman в Коне. Я думаю, что это событие обязательно должно состояться. Ну что, поговорили о триатлоне, поговорили об Ironman. Давайте теперь поговорим еще об одном событии, которое проходило в эти выходные. 21-22 августа. Многие люди, которые увлекаются бегом и следят за ультрамарафонами, я думаю, наверняка следили за забегом, который проходил в Волгоградской области. Было приковано к Эльтону. Там именно проходил этот ультрамарафон, который включает в себя, во-первых, гонку в 201 километр, плюс есть гонки на 90, 61 и 21 километр, соответственно. С этого сезона там еще и включили детский забег. В общем, забегов хватало с головой, что называется. Каждый мог себе найти развлечение на любой вкус. Эта гонка похожа на американскую гонку, которая также проходит в Калифорнии, в пустыне. Там температура воздуха, правда, поднимается под 50, а это бывает выше. Вот в Волгоградской области температура воздуха была под 40 градусов. Результаты этой гонки вы можете сейчас смотреть на своих экранах и видеть всех победителей и призеров. Нужно сказать, что несмотря на карантинные меры жесткие, очень много участников сумело посетить эту гонку не только из Российской Федерации, но при этом много было представителей, которые из-за рубежа, ближнего и дальнего. Ну и нужно отметить такие страны, как люди приехали из Мексики и Южной Америки, откуда вот тоже им было любопытно посетить вот эту гонку в Волгоградской области. Ну что, на этом все. На этом, я надеюсь, мы показали вам и объяснили все самое интересное. Вроде бы ничего не забыли. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайк, дизлайк, оставляйте обязательно комментарии, пишите свои пожелания, о чем бы вы хотели, чтобы мы вам говорили и рассказывали в нашем еженедельном дайджесте. На этом все. Болейте на здоровье. До новых встреч.